я же не падаю. А я знаю, какой мощный. Ну, и он не покороче. Покоротел. Но тогда было бы это меня. Теперь вот как-то мы уже научились. А, ну это не верю, конечно. Наша спортсменка, это что же, вот, по-моему, да. Мы разом учились, мы одного класса, мы одноклассники. А это я... Илья. А я не помню, мы уже не помним. А я теперь знаю. Я помню, ты нас Илюша, Люда. А Люда зритель, она как немного. Так она одна совершенно... Ну, не знаю, она обещала, но не знаю. Ну, я. Ну, потом, да. Ну, вот. Послушай, девчонки, надо подождать. А, так она может там. Кто такие? Не могу вспомнить. Вот он же придет. Это Шарловскина. Да, да, у меня что же. Михалевич, я не знаю. Анфей, да. И он же сам Затеев это дело. Михалевич. Да, позвонил этому, как Карповицкому. Не знаю, я не знаю. Я в 8 классе ушел ездить. Не, Люся, я тебя не узнала. Я на нее показываю, что мы Галя и Валя. Не узнала, да, мы друзья. Я говорю, что это теперь, конечно. Ой, Галя и Валя были у нас по прозвищу. Как мы были? Да. Помню. Галя нет? Галя нема, Галя не приедет. Галя, естественно, милая. Ты что ты пахнешь? Рыка я открыта. Я вот Кухта Юлия. Восьмой пациент Да ладно уж. Ну, Лиля. Или что я помню. Да, это мой человек. Так, а вот это мой муж. Это мы сегодня приехали. Раскович Павел. Правильно, вышли только. Еще там накрываете сами карточки, вышли. Карточки снять, ничего там неделю была там. Надо обязательно послать. На Урия.
Александр Петрович. Дорогие выпускники, дорогие коллеги, сегодня в школах Республики Беларусь То есть это... звенит последний звонок Галя. 2015-2016 Слушай, зачем я его учебного года. А такая наша... Для них, ребят, он звенит весело и многообещающе, ведь впереди летние каникулы, а для наших выпускников он станет стартом во взрослую жизнь, На открытии летней сезона. в которой экзамены будут посложнее школьных. Завтра наступят долгожданные каникулы, поэтому сегодня самое время подвести итоги. Ведь год был щедрый. 574 ученика успешно закончили учебный год. 33 из них, как 33 богатыря, завершили его на 9-10. 3 победителя. Макаренко Ирина, Шаркин Дарья, Ермакович Екатерина, Радькович Павел, Работала на нафтане, ни разу не видела его. Люди здоровые такие, да? Перкович Полина, А теперь, да, Кудряшова все время на Анна. даче сижу. Больше. Как вот этот Василенок теплый Максим, сезон на даче. смотрит на нас только небо, никого не предам. Детства пусть улетят в небо воздушные шары. Давайте вместе начнем отсчет последнего мгновения детства. 5, 4, 3, 2, 1.
Да, как-то много получилось. Но я не как вроде плотненько, а сейчас рыбку много. Ну, вот, да, вот на окошке. Так, девчата, хто добре пам'ятає, де що було? А вот знаем, это двухэтажное здание, а вот здесь было одноэтажное. Вот где-то Тут, здесь, нет, тут были колонны, приблизно вот тут были колонны. ну где-то здесь спортзал был. Так. И выход вот сюда, вот на озеро выход. Да. Помнишь, вот вторая дверь. Ну так, конечно. Ну где-то вот здесь вот было. А тут, да. А это... А это что двухэтажное, а тут одноэтажное Так, было. а вон наши родные окна. Вон наши родные окна. Альфреда памятаешь, не, Дина? Здесь заснять надо. Вот, родные окна. Чаи пили. А у него этот а вот тут мы ходили, там дальше было Танько. Да, вот здесь Танько. А здесь... А где этот самый Юлик такой у нас был? Лопатский. Ну Лопатский. вот говорят, он уже сильно ученый, кандидат какой-то. Да, исторические науки преподает в Могилевском университете. Ага. Видишь, что ли, Юля, приезжал. Ні, він мені зустрілися ми зиму в городі. И мы в лес туда. И он так это на меня, наверное, меня не узнаешь. Вот. Я говорю, ну як, я Юліка Лопатська, не пам'ятаю. Я Каблукіна помню. Аж дивився. Забирали и в лес тогда. Тренировочки. А с двумя хлопцами приходил лет 5 тому назад, когда я было сидела в киоске, гляжу, говорит, а что ему пошить мне, что надо было? Ой, говорит, Юлик, я говорю, ничего не шью, ты видишь, я сижу, где я сижу, говорю, а и буду тебе только по блату, могла бы что-то надо было. Да, а нет, ой, если Юлик приходил. Ну, еще много таких моментов. Помнишь, вчера Лека рассказывала про явление Шекспира. Цитировал стихи. Шутят калорий. А моему 46 малышу. Пойдем. Ну, я старше моему Пошли, пошли дальше или уже? Не, пойдем, конечно. А ось подойдите сюда, коли ласка. Ось были директорские двери. Ага.
тут праз гэты аретаў Евген Петрович. А жыў літаральна вось тут. Так, вечны халасцяк, на матацыкле ездзіў. Я ўпершыню яго убачыў шарыкавую ручку. Я ўпершыню убачыў, як працуе магнітафон. Зрабілі нават школьную газету. Цудоўна. Так, до речи. Я хотела и Марию Герасимовну Сошневу, интересная была личность, которая держала в руках. На вялікі жаль, Евген Петрович не дайшоў до працоўнага месца. Літаральна на гэтых прыступках яму стала дрэнна, і адсюль яго забрала хуткая. Так. Это я не знала. Всегда. Это у него было. На этот хор нас гонит. Мы как дураки по этим всяким дворам бегаем. Мыши, да. Ой, боже, а сейчас так сожалеешь об этом. А вообще у классиков она не было больше. Дочка, Я вот на первой партии, вот артистки и педагоги. Не иди в артистских педагогов. Низи сказал мне, да. Владимир Августович. Да, Так. вот не сказал. Ну, так выполнила его пожелание. Да, дочка, и мы ни одна из нас в классе, вообще, мы вообще в школе, мы ни разу не спросили, как вы воевали, где вы воевали, где вы получили ранение. А то нам надо было... Ну вот сейчас же мы, понимаете, помните, как мы ездили в какой-то деревне? А у нас был яшчэ один фронтовик, Павел Никитич Князев, так само. Так. Ездили в какую-то деревню, там рядом с дядькой фотографировались, и у нас такая книга памяти была, помнишь, Не- альбом. Много ему годов. Да, апошнія гады ён яшчэ хадзіў по грибах. 93 года. 93. Он был. Я памятаю некалі аретаў Евген Петрович. Я ў 10 класе, можа, адказваў яму. Ён мяне запытаўся. Дайце дэфініцыю, дайце азначэнне інтэлігенцыі. Ну, у советский час это было звыкло. Значит, это была класс рабочих, класс селянства. Я говорю, ну и прослойка интеллигенции. И аретаў мне говорить: Бабич, это як прослойка? Это блин на блин, а поміж ім масла? Трэба казаць громадская прослойка. А у нас, между прочим, учил. Помните, как хронологическая таблица? Как пишется хронологическая таблица? Ну, хронология. Хран или хрон? Да, хран или хрон. Может, иногда у нас был, не часто, иногда проводил. Кто? Ну, пошли. Арету, да. Я в Блума довели были до больницы. Так арету тогда на еще один как. На халярну Блума довели до больницы. Яшчэ быў один у нас цудоўнейшы настаўнік. Гапонік Михаил Михайлович. О, это да. Вот это да. Это немецкую мову выкладал. А помните, как у нас театр возил, а потом вина надо по полстакана? Ну что ж, это незабываемо. Да. А потом люди жить, станет автобус на коленях и приедет, читал стихи одной красоты. Так, я вас люблю, а мы очень рты подкрывали, смотрим, ты можешь встать. Не мама, да. Ну а зачем уже? Правильно, уже немножечко, да. Літаральна на днях я бачу Валентину Владимировну Козлову, наша математика. Напевно, може, на тебе вчила, ні? Нет. Ні? Нас учил легендарный Кудашов. Ах, Кудашом Василий Георгиевич, пам'ятаю, легендарний, так само фронтовик. Так само фронтовик, так. А я зараз літарально на днях бачив ще Козлову Валентину Владимировну. Тяжко їй ходити, їй з ногами тяжко так. Ну. Тоже не молодые, а наши учительницы. А як ми глядели, ми молоді хлопці глядели. А глядите, а як Валя сьогодні опранутий, а погляди, як Валя виглядає. Я їй казав про це. Девочки, а помните, химичка у нас была? Такая симпатичная. У Кирей Ани жила. Такая, она Людмила Ефремовна, да, химичка, помню. Она такая беременная была, благодарная, платье красивое. А мы еще в Ленинградном поясок.
растягиваешь и растягиваешь. Памятаю, некалі Людмілі Єфремовні, і, напевно, цяжкавата гэта было. І я паддымаюся на вучэнні ў 9 ці ў 10 класе. Говорю, Людмила Єфремовна, а пробачте, а чому сьогодні по-русски? Она наш класс. И так же перекинулась, говорит, пробачте, я переплутала классы. Вот это точно. Ну, прямо это вообще то. Ну, и мне нравилось. Именно беременная была, сиреневое красивое платье, шерстяное такое было. И поясок у нее был тут. И у нее такой динамичный был урок, никогда ни одной минуточки не было. И никто ее не мешал. Да, все прекрасивно отпели. И надежда была. Я не знаю, у нее сильно надежда. Она вообще золотой человек. Она как мама вообще. Нас мамы так не учили, как она нас в школе девочки. Вельми много. Я помню, она как она открывает эту Так. книжку по природе, начинает нам читать про степи, там, про что-то еще. А мы сидим, вот сюда здесь, платье у нее такое красивое, такой природный воротничок, вишневое платье, и тут решелье сделано, она такая вся А ты помнишь, у нее были очки, она вот так вот светит, вот так вот любила, вот так вот как-то все время это вот. А Анна Харитоновна, что не помните, когда учила? Классная наша. До 7-го или до 8-го? Ну, когда вы научитесь? Искусство. Русский язык и литературу. Во втором случае 2. Соня, я ще хочу вспомнить, хочу вспомнить Короткевича. Владимир, може, не, як його звали, не пам'ятаю. Дякуючи гэтаму чоловіку, я познав, що таке Шархебель, Габёлак, Фуганок, усе остальне. Далей, ён нам ставив 5 за то, хто знайде більш вусенів на, пам'ятаєш, ходили по школьному саді і глядели, хто більш собереться кольцовок вот гэтых на галинках. У его фамилия Кривицкий, по-моему, была. Нет, Кривицкий это Анатолий был, который нам преподавал электричество, помнишь? Ну, ён мене не викладав, тому я дренно пам'ятаю. Ну, що був так і так. Да, и мы умели. У нас було шмат фронтовиков, був же ще Свешников. Ну, так это же Иван Петрович. Иван Петрович, ну, это увогуле був чоловік. Цікаво, збираємося ми їхати у Крулевщину на велосипедах, і він велосипед по советской традиции по-іншому не называл. Так, машины поставить в ряд, так, это машины были. Так, ну и ёсць здымак нават, где захаваўся мне дома, ёсць многие наши молодые, все хлопцы на припынку велосипеды кинули, и он, и нехто зрабіў этот здымак. Цудоўны, да. Арету молодец вообще. Но я хочу другой случай, Семеновича сказать. Значит, в 4 классе мы были, а может постарше, не может. До 61-го года это было, я уж помню, потому что дедушка с бабушкой нередки жили на хуторе, а в 61 году их переселяли. Приехали на санях. Наверное, ты была. Ну, естественно, может, ты была, потому что мы отжили. Так слушай, Зубовича, Козлики, Бобровская, Боровая, все разные. И решили, поедем мы в деревню, и там наберем зимой, на санях. Ну, поперли. Редкие, на хутор, приехали. Бабушка говорит, ну не помните, вы не вспоминаете. Сейчас может вспомнить. Ну, и это самое, бабушка, я не шла, я уже голодная, я уже доехали. Нам скорее тут настало, что и деревня стала такой большой, деревянный настал такой. Мы поели, попили. Ну, стали ж там металлолом искать, бедная, какие там металлолом. Некий там чайник нашли, какой-то железо. Доброй памяти Катерины Федоровны. Я еще памятаю пушкинские цыганы. Цыганы, шумные толпой, ради Екатерины. Они сегодня над рекой, как он нас возил, вот там ночуют. В вашем районе? Да, я памятаю, какое наставление давал Олег. Под отдаленным сводом гуляет вольная луна. На всю природу мимоходом равно сияние. Он место в небе, ей кажет, Помните, как в машине под брезентом ехали мы? А Люда жить была на Да какой же на машине? Мы ж поездом ехали, печенье брали. Я так хотел бачить свою дочку. Нет, поезд с самого начала шел. И наша моя дочка была. Узкоколейка. Жонка моя
такая некая... Училась девочка, да, по-моему, в Да, классе. быстро А папа молодость был, моя звездой директор, подучей начальник мелькнула. железнодорожного Но ты, училища. пора любви, Мне минула нравится еще Анастасия быстрее. Петровна, Только год меня наша. любила Мариула. Вот, договорилась, да, Город мы договорилась табор с ним, повстречали. что нас Цыганите, разбив шатры близ наших городов. У меня фотографии на третью ночь, и бросив маленькую дочь, ушла за ними Мариула. Я мирно спал, заря блеснула, проснулся я, подруги нет. Исчезла, пропал из света. Плакала Земфира, нет, там я дача Максима Санга, постыл, и мне все девы мира. Лишь никогда мой взор не выбирал себе подруги, и одинокие досуги ни с кем я больше не делил. Помнится даже вот сейчас. Кто дочитал «Войну и мир» до 4-й том? надо же было еще, надо же. Тяжко было читать. Самый тяжкий спор, напомню, русской литературы. Дошли до Люси, я потом я расчищаю. В школе не читала, я читала, и нет. Немножко покрутить. А уже потом до конца дочитала, потому что кино посмотрела, тогда уже решила взять 2 тома, так и Все научилась. до конца дотянула. Селлера города и Асер города, наставницы химии На коньках сурвала, як надо быть. И ноги, и вертелись, и крутились. Як ми захоплялися піснею Владимира Владимировича. На коньках ходила. Ой, я вспоминаю, как тяжело ему было с нами. Конечно, чего. Головка тоже не в порядке. А мы помимо этого еще тренировались. Вот с твоим же Владиком. На фор. Я не знаю, чи он вас примушав, чи приїжджали звичка. Поміж перед класом, честь, може, ми з тобою стояли перед класом. Летчик, конструктор, все равно летчик. Но Вот там у центре города есть помник, коли хто, аллея памяти славутых земляков. Есть там так само помник. Когда-то день города вашего. Это был день белорусского письменства, 12-й год. Во, я была тогда. Мы были Есть неизвестная широта и широт, где дружба чудесная непременно взойдет. Взяться за большое дело. Кто бывал в экспедиции, тот поет этот гимн, и его пограницы мы считаем своим.
который издается в Москве, известный кинорежиссер Никита Михалков, и вот он тоже в прошлом году посвятил статью Павлу Сухому. И вы знаете, это вот буквально еще новое такое. В республиканском лагере мы разработали вот такой маршрут, который связан с местами нашего глубокого, к сожалению, можно сказать, большой плюс, что у нас в глубоком сохранилось много мест, связанных с жизнью этого рода. Во-первых, сегодня у нас стоит при въезде самолет Су-17, один из самых модифицированных, даже в первой школе, которой в 2012 году было присвоено имя Павла Осиповича Сухого. Поверьте, это не так просто было. Вот это получить. Мы работали над присвоением Старосевичем, вот, присвоение школе имени Евгения Петровича Аретова, но не нашлось родственников, которые дали согласие. Это не так-то просто делать. Поэтому иногда выпускники школы приезжают и говорят, а почему первая школа все-таки Сухого, а не Аретова? Это не так просто делать. Вот первый дом за церковью. Там народное училище, у нас есть фотографии, где вот самый первый рядом с церковью дом. Обратите внимание, в этом доме с 1892 по 96 сейчас там находится магазин стройматериалов на одном из фундаментов. В 1984 году тут еще фундамент был полностью сохранившийся. Вот это дом, и тут первоначально было здесь располагалось народное вообще школу если будет я видела. Нет, я не знаю почему. Почему? Этот товарищ. Могу, не могу, а надо. А прогул нельзя сделать урок? А какой предмет? Дадений зараз урок німецький, Так. після буде французький. А можно выпускникам прийти в класс, у детей отпросить учителя? Они почему бы? Они будут рады, а нам благодарны. Ні, А мы... вони були щасливі, коли я їм сам про це сказав. Раніше я в пол-9 прийшов, говорю так, дядька сьогодні, дядька юбилей. А куди ви йдете? Дядька юбилей. 50 років назад я школу. 50 годов. Так вот, а теперь позвонить им и сказать. Не надо идти. Мы такие разные, у всех свои печали и праздники. Но у нас пожизненно на всех печать одноклассники. По земле растеряны девчонки поменяли фамилии. Героини школьной, но никем не забытой идиллии. Спустя какое-то количество лет мы ищем, только не находим ответ. И что за сила такая держит и не отпускает? Последний школьный рассвет. Спустя какое-то количество лет мы ищем, только не находим ответ. И что за сила такая держит и не отпускает? Последний школьный рассвет. А подумать, сколько раз проверены на практике знания. Жизнь дает уроки, но ни слова о домашнем задании.
ничего не вернуть никак. Первое признание в любви, пусть неумелое, но в стихах. Спустя какое-то количество лет мы ищем, только не находим ответ. И что за сила такая держит и не отпускает? Последний школьный рассвет. Спустя какое-то количество лет мы ищем, только не находим ответ. И что за сила такая держит и не отпускает? Последний школьный рассвет. Скоро позабудут теоремы, аксиомы и правила. Словно ниоткуда, просто буду знать, и все вот так правильно. Нас немного меньше, чем на фото, мы похожи и разные. Видимся все реже мы, но все же это мы одноклассники. Спустя какое-то количество лет мы ищем, только не находим ответ. И что за сила такая держит и не отпускает? Последний школьный рассвет. Спустя какое-то количество лет мы ищем, только не находим ответ. И что за сила такая держит и не отпускает? Последний школьный рассвет. Последний школьный рассвет. Последний школьный рассвет.